2 года и 34,5 тысячи километров пути. Это большое восточное кочевье Никиты Васильева. 25-летний велопутешественник из Чувашии вернулся в родные Чебоксары, заехав по пути в Мариэл. Его маршрут – это вся Россия, страны Средней Азии, Китай, Вьетнам, Лаос, Таиланд, Камбоджа и ряд других стран. Об уникальном путешествии и сюрпризах, которые поджидали велосипедистов в дороге. Вопросы напрямую адресованы сегодня путешественнику Никите Васильеву. Никита, Настя, привет! Наверное, можно на «ты»? Да, конечно. Никита, 2 года путешествия по миру, 35 тысяч километров. Как возникла идея такого масштабного путешествия? Путешественник для меня это уже как профессия. Первое это было мое кавказское велопутешествие, 14 месяцев и 13 тысяч километров. А это уже второе, как я его называю, большое восточное кочевье. Уже 35 и 2 года. А как пришла идея? Я люблю дорогу, люблю свободу, люблю велосипед. И интересно познавать все самому, как живут люди. Тем более я учился на учителя географии, и в будущем я уже смогу применять все свои знания в труде с детьми. Поэтому, наверное, и решил отправиться. Родные и близкие поддерживают такие путешествия? Да, родные поддерживают, всегда следят за мной, смотрят мои видео, которые я снимаю на своем канале в YouTube, выкладываю. Поэтому все друзья гордятся. Никита, если вспомнить сборы в дорогу, что самое важное не забыть, продумать, взять с собой обязательно? Естественно, самая основа – это спальный мешок, палатка и котелок. То есть это самая основа – это кушать и спать. То есть это в дороге самое главное – это есть и спать, потому что очень большая физическая нагрузка передвигаться на велосипеде, и поэтому надо это как-то компенсировать. Никит, помимо спального мешка, наверное, в дорогу нужно еще взять какой-то багаж знаний, подготовиться как-то по-особому, язык выучить или как-то? Нет, с языком таких, конечно, язык нужен всегда, но можно и без языка. Есть универсальный язык, это язык жестов. Если люди хотят друг друга понять, можно это сделать и без слов. И каждый говорит на своем языке, плюс добавляет жесты, и мы понимаем друг друга. Но необходимые слова все-таки учишь перед въездом в страну. Никита, понятно, сейчас можно говорить, наверное, даже не месяцами, а годами о своих впечатлениях. Но хотелось бы о самых ярких. Самых ярких? Какой? Каждый день самый яркий. Для меня нет такого, чтобы... Все путешествие, вся жизнь, рождение, вообще каждый день он должен, надо наслаждаться каждым днем. Но все-таки случились какие-то самые важные и яркие события в жизни, может быть, даже судьбоносные. Именно встреча со спутницей, с моей, с Анастасией, наверное, такой шаг был серьезный, потому что я до этого путешествовал все время один, и решил, почему бы не попробовать ездить вдвоем. А как произошло-то все? Не знаю, Настя, думаю, сама может рассказать. Настя, помоги. Я работала на радио в Новосибирске, и такой судьбоносный эфир у меня однажды случился, я ему позвонила и написала про него новость, отправила ему на сверку, дальше начали переписываться уже буквально через полгода только, то есть забыли друг про друга, потом вдруг вспомнили и начали общаться. Где-то, когда он был в Камбодже, Юго-Восточной Азии, мне захотелось потом просто посмотреть все это не так, как все люди смотрят через экран монитора по фотографиям, а как он это видит, то есть своими глазами пообщаться с людьми, просто все это увидеть и почувствовать, как это вообще путешествовать на велосипеде на такие дальние расстояния. У меня бабушка с дедушкой тоже чуваши, поэтому у нас кровь одна, национальность одна, и это тоже очень сблизило. Как фактор сближения. Отдыхать где останавливались? Обычно на природе или чаще где-то в гостях, в гостиницах? Нет, в гостинице никаких не останавливаемся, все в палатке. В городах мы тоже отдыхаем только когда зовут нас в гости, но в городах не получается отдыхать, потому что это суета. Мы стараемся все-таки отлеживаться в лесу спокойно. Слава богу, в Мариэл лесов много, и в Чувашии, и в Удмуртии. Сейчас мы здесь наслаждаемся, отдыхаем. И сейчас поедем из Йошкар-Олы в лес отдыхать. А что самое главное из этого путешествия ты вынес для себя? Нужно понимать, наверное, это чувствовать, что люди везде, в принципе, хорошие. То есть готовы тебе помочь, но также и ты должен отдавать душой, чем-то делиться, теплом. То есть ты притягиваешь положительное, притягивает положительное в этом плане. Нужно исключать какие-то негативные мысли о плохом, разговаривать о плохом. Это все материализуется, поэтому нужно нести свет, и такие же люди будут к тебе тянуться, и такие же ситуации будешь к себе притягивать.
Какие-то общие планы уже есть? Из планов, конечно, наверное, больше такие теперь к семейным ценностям, потому что я уже много попутешествовал за свои года. И хотелось бы построить дом, честно говоря, на природе, ну, немножко осесть уже. Ну, общечеловеческие ценности, дети, семья, наверное, вот так вот. Ну, у меня, по крайней мере. Все к этому сходится. Да. А предложение Насте уже сделал? Еще нет, еще нет. Потому Мы еще до дома не доехали. Потому что говорите уже об общем Никита доме. мне сказал, семье. проедешь 3000 километров, сделай предложение. Я проехала 3200 километров. До дома доедем, посмотрим. Да. Все будет хорошо, думаю, сейчас. Дело времени.